Середина 90-х. Развал Советского Союза. Государства постсоветского пространства начинают самостоятельную жизнь. Раздел сфер влияния затрагивает и преступный мир. Большие деньги – большие проблемы. На экраны выплескивается огромное количество голливудских боевиков. С экрана все это переходит и в реальную жизнь. Появляются доселе неизвестные преступления, такие как захват заложников. 11 июня 1996 года. ЧП государственного масштаба. Место действия – детсад номер 511 города Минска. В 8:30 утра в детский сад зашел мужчина средних лет с большой сумкой и дипломатом в руках. Это был 43-летний житель поселка Ратомка Минского района Александр Зюльков. Как позже он объяснит, именно в этом саду он бывал ранее со своей знакомой. Зюльков действовал по четко выработанному плану. Он зашел в первую попавшуюся группу, но увидев, что там мало детей, он перевел ребят из одного помещения в другое. В результате в одной комнате оказалось 18 детей и 2 воспитательницы. Вот здесь стоял стол. Стоял невысокий мужчина, держал в руках чемоданчик на столе, вернее, он стоял, он за ручку чемоданчика держался. Естественно, стала спрашивать: мужчина, что вы здесь делаете? И он сказал, что это не ваше дело, вызывайте любимого из Москвы, местное руководство города, тогда я буду разговаривать. С вами я разговаривать не буду. Хотела, честно говоря, он невысокого роста был со мной, у меня силы достаточно было, я бы его вывела. Но я увидела на пальце у него кольцо одето и проволока. Через кольцо шла в чемоданчик. Ну, я поняла, что тут уже ничего другого сделать нельзя. И пошла звонить в РАНО. 18 детей и 2 воспитательницы стали заложниками. Террорист держался уверенно, однако под разными предлогами его удалось уговорить отпустить нескольких малышей. О происходящем в детском саду было доложено городским властям. Начальник криминальной милиции Иван Юркин одним из первых прибыл в детский сад. Именно он в дальнейшем будет руководить операцией по освобождению заложников. Именно ему Александр Зюльков озвучил свои требования: вызвать съемочную группу программы «Взгляд из Москвы» и привезти сюда его историю болезни из больницы в Новинках. Зюлькову объяснили, что выполнение этих условий требует времени, и предложили для начала встретиться с минскими представителями программы «Взгляд». Под видом журналистов в помещение вошли сотрудники КГБ. Детки, итак, снимаем кино, как в Голливуде, да? Да. Внимание, мотор. Я задаю вопрос, Макар вот так сначала рукой, а потом задаю вопрос. Так, внимание, ребятки. Поехали. Сразу нам необходимо было оценить, чем он представляет опасность. Есть ли взрывное устройство в этом дипломате. И первоначальная версия была, что в дипломате находится муляж. Поэтому штабом вначале разрабатывалась версия зафиксировать его руку и выбросить через окно. Но здесь же возникала другая сторона медали, что если вдруг в чемоданчике окажется взрывное устройство, то пострадаем не только мы, а пострадают дети. Поэтому было принято решение найти прибор, который фиксировал наличие в воздухе микрочастиц, говорящих о том, что в чемодане находится взрывное устройство. Такое устройство было в службе охраны президента. Представитель службы охраны президента быстро привез это устройство, и когда была внедрена телевизионная группа, то в числе сотрудников был внедрен человек, который сделал заборы воздуха. Заборы эти воздуха подверглись обработке, и когда уже первый вариант был готов к выполнению, то прибежал сотрудник и сказал: срочно остановить операцию. Значит, в заборах воздуха оказалось большое количество микрочастиц. Псевдожурналистом Александр Зюльков сделал ряд заявлений, связанных с его принудительным лечением в психиатрической больнице в Новинках. Какие у вас требования? Правда, больше ничего. Вы хотите сделать заявление для телевидения? Именно. Ну хорошо, мы слушаем ваше заявление. Мы его будем... Я его сказал, беспредел милиции, прокуратуры, судов. Они уничтожают просто ни за что людей. Малейшее что-то, все. Не понравился, человек подлежит уничтожению. Делается это психологически, морально. Вот на всякий случай, если что случится со мной, знаете, это было полностью в течение 10 лет, мы давно измывались.
У меня забрали все. Я потерял все, и дом там, и все, что у меня могло быть, но это ерунда. Здоровье полностью лишился. Высосали все жизненные силы. Семью тоже. Всю. Вот и все. А в дальнейшем вы, как вы сказали, будете работать, давайте работать. Такого еще не выходило в эфир ни разу. С 1971 по 1973 год Зюльков служил в спецназе водителем. Там он и овладел навыками работы со взрывчаткой. Позже в его жизни был диагноз хронический алкоголизм и иск в суд о защите чести и достоинства. В этом иске он требовал признать незаконным поставленный ему диагноз. Однако в удовлетворении иска суд отказал. Все время работал штаб, осматривали помещение и пришли к выводу, что вариант есть. Это смежная комната, в которой находился туалет. Была проведена разведка этого помещения как снаружи, так и внутри. Представители МЧС привезли специальную лестницу, которую поставили, и изучили возможность выхода ребят. Александра Зюлькова отвлекли привезенными из новинок документами. Пока он листал свое личное дело, выискивая виновных в его неправильном лечении, была предпринята первая попытка вывести детей через туалет. Но она оказалась неудачной. Увидев, что детей уводят, Александр Зюльков занервничал и тут же потребовал вернуть детей обратно. Вот когда нас первый раз завели в туалет, нам сразу сказали, что если этот дядя зайдет, вы сразу ложитесь, садитесь на коленки на пол и закрывайте руками голову. И потом мы это прорепетировали. Оперативники вновь стали отвлекать внимание Зюлькова, делая акценты на его личном деле. Все это делалось для того, чтобы предпринять еще одну попытку эвакуации детей. И вдруг я услышала и увидела знак «Выводите детей». Вот мы с Ларисой Ивановной по очереди стали выводить детей. Мы пришли с ребятами в туалет. Второе окошко было не в поле зрения Зюлькова. И когда мы глянули на него, там на улице была видна ладошка. Мужская ладошка, и мы поняли, что там уже кто-то есть. Из форточки вылез какой-то мужчина в черной кожаной куртке и сказал: «Девочка, дай мне свои руки». А я говорю: «А вы что, еще один террорист? Я к вам не пойду». Меня еще долго уговаривали, чтобы я там далась, чтобы меня вытащили из окна. Детей, которых мы привели, мы брали на руки и очень быстро, и очень легко прям передавали, прям, можно сказать, выбрасывали на улицу. Там ребята их подхватывали и говорили не так быстро. В группе детей не осталось. Вот. Тогда, конечно, истошные вопли. Когда я вела последнего ребенка, и сзади, за спиной эти крики: «Назад!» Я сказал: всех детей назад! А их нету, этих детей. И мне этого ребенка надо довести этих 3 шага до окна. Вот такие мурашки по коже. Мне так было страшно. Меня такой охватывал ужас. Но ручка меня держала маленькая. Такое ощущение, что этот ребенок меня держал. Вот. Он уже, конечно, сам Зюльков, он уже был в бешенстве. Ну что вам, давайте назад. Зачем это нужно? Так, кто это? Они что, кормить, что ли? Да нет, верните детей. Верните детей. Детей верните. Я же вам говорил, все просчитано. Зачем вы это делаете? Что вы хотите, детей убить? Последнюю я передавала Ларису Ивановну Соколову. Сама я уже, конечно, туда не могла забраться, потому что мне должен был кто-то помочь, а помочь было некому. И ребята сказали мне: быстренько уходи, быстренько прячься. Я прибежала вот в этот угол, тут присела, вот, и ребята выскочили втроем в окно, но в этот момент из группы раздался очень громкий голос: «Все назад, он взрывает». Девчонка! Подожди! Нормально! Подожди! Прозвучал выстрел. Сработали детонаторы.
практически, ну, будем так сказать, что членов штаба спасло чудо. Тот кол, который находился в дипломате, он просыпался, и детонаторы не доставали до тола, а были в верхней части дипломата, где находились шарики, которым был начинен дипломат. В это время очень четко сработали сотрудники «Алмаза». Один из них вбежал в помещение, схватил этот дипломат, выбил окно и выбросил его на улицу. Снайпер произвел 2 выстрела на поражение. Обе пули попали Зюлькову в голову. Террорист, не приходя в сознание, скончался спустя 5 часов в больнице скорой помощи. Когда в новостях я это увидел, по телевизору все там рассказали нам, только потом что-то понял. Ну, потому что уже могло и не быть меня, уже я понимал уже. Мы уже видели разный терроризм, теперь это уже по всему миру есть, и это разный терроризм. У него не было ни политических требований никаких, он решал свои личные проблемы, только решал не так, как их нужно решать. Конечно, жизнь детей подвергать опасности, решая свои личные вопросы, это никому не дозволено, наверное. Ни сегодня, ни тогда и никогда. Дети – это есть дети. Захватывая заложников в детском саду, Александр Зюльков преследовал цель обратить внимание общественности на свою проблему, добиться, как ему казалось, правды. 9 июля 2003 года в городе Кополь произошел другой случай захвата заложников. И в этот раз у преступника были совсем иные мотивы. Ранее осужденный Юрий Неведомский, 1983 года рождения, совершив побег из исправительного учреждения открытого типа, совершил ряд хищений из жилых домов Молодеченского района и города Кополь. Испугавшись наказания за содеянное, Юрий решает скрыться в Минске. Около 8:30 вечера, находясь в нетрезвом состоянии, он появляется на автостанции города Кополь. Однако оказалось, что в этот день в Минск автобусов больше не будет. Неведомский зашел в здание автовокзала через служебный вход, и первым, кого он увидел, была кассир Екатерина Плешко. Схватив беременную девушку, преступник приставил к ее горлу нож и потребовал у водителя, чтобы его срочно отвезли в столицу. Сразу, что мне бросилось в глаза, это нож в руке. И он сразу меня хватает. Одной рукой за плечи обнял, а второй уже нож к горлу приставил. Водитель сел за руль. Нужно было тянуть время. Задержку он сначала объяснил поломкой автобуса, затем отсутствием бензина. Но он был вынужден отправиться с автовокзала. Однако водитель не поехал в Минск, как того требовал преступник. Он начал петлять вокруг Кополя. Именно эта деталь и позволила сотрудникам милиции обнаружить угнанный автобус в кратчайшие сроки. 9 июля прошлого года, после 22 часов, я и начальник Копольского райотдела, подполковник милиции Москалик, подошли к остановившемуся автобусу, в котором находилась заложница и захвативший ее мужчина. Мы подошли вдвоем, задал вопрос, какие его требования. В общем, мужчина был возбужденный, кричал. Сразу же выдвинул требование: давайте бензин, и я должен ехать в город Минск. Если мои требования не будут выполнены, я убью заложницу. Ну, через непродолжительный промежуток времени он потребовал: давайте оружие. Ну, мы пытались каким-то образом отговорить, но это требование что-то было такое настоятельное, и снова последовала угроза убийства девушки. Неведомский согласился, чтобы прокурор сел в автобус для ведения переговоров. Таким образом, в заложниках у преступника оказались уже 3 человека – прокурор, водитель и девушка, которую Неведомский постоянно удерживал у себя на коленях. Это позволяло ему прикрываться от возможных выстрелов снайперов. Он нажал ножом лезвием, а нож болит ей, и она начала в лесу, кофту хотела поправить, как нож не резался. И он взял эту кофту, разорвал ее тут.
вот, на голое тело. И вот она это, за им пришла на срадину сидел, он посидел, говорит, не, я тут попробовал вот так рукой, каже, мне тут тебе плохо будет резать. Опять туда-назад я ее заволок, эту Катю. Ну, конечно, не дай бог это. И она никогда не забудет это. Я считаю, что я не забуду, и он мне полжизни это. Переговорщики пошли на выполнение части требований захватчика. Была сымитирована заправка автобуса, Неведомскому передали непригодный для стрельбы пистолет Макарова и обойму к нему. Позже преступник потребовал мобильный телефон, объяснив, что ему надо позвонить маме. К месту происшествия прибыл министр внутренних дел Владимир Наумов. Операция вступила в решающую стадию. Мне сообщили, что с Неведомским он хочет поговорить, в общем-то, выяснить его требования, ну и тоже также принять необходимое решение. Ну, в общем, по моей, можно сказать, настоятельной просьбе Неведомский согласился пойти на переговоры. Владимир Владимирович также подошел к окошку, начал разговоры. Также настоятельно министр предложил, в общем-то, освободить девушку и сдаться властям. Операция длилась уже 8 часов. Захваченная девушка была в предобморочном состоянии. Каждая минута могла решить исход переговоров. От этого зависела и жизнь заложницы. Фельдшер подошел, спрашивал ее, как голова, и она говорит, ну сонный человек уже, безразличный был, Катя. Она говорит, вроде бы не болит. Тогда он говорит, а я где ты живот? Да это не спрашивали. Я и думал, хотя бы она хоть раз сказала, что вот голова болит, и что мог он бы подобрел бы. Ну я ж не скажу, что Катя, скажи. Вот. А она сидит, ну девчинка молодая, она такая, уже все, безразличие было. Вот. И вот она говорит, низ живота. И тогда Наумов бегом сюда и говорит, да елки зеленые, что ты ерундой занимаешься? Ты знаешь, что ты губишь. Много времени прошло с того момента, когда он меня затащил в этот автобус, но уже все. Тогда полная пустота. Уже мне было безразлично, что уже со мной будет, останусь я жива, убьет он меня. Все. Поддавшись на уговоры министра внутренних дел Владимира Наумова, преступник согласился отпустить девушку, но при одном условии – автобус должен доехать до ближайшего леса. Слушай внимательно, сейчас вот впереди как бы лес, вот впереди лес. Он как бы просит, что вот до леса доезжаем, я выхожу, значит, это самое, и убегаю. Он так говорит. Значит, вы сейчас пока стойте все без движения. Он вышел с девушкой, держал нож у горла по-прежнему, прижимал ее к себе так вот. Когда вышли, я понял, что Катя очень плохая, такое бледное лицо было. Посадил ее на ступеньку с той стороны автобуса и сам направился тоже на пушку леса. Ну и здесь два работника милиции появились. Он увидел, остановился, пытался манипулировать пистолетом, что-то, потом бросил его, приставил нож к горлу. Чтобы сказал не приближаться, иначе он покончит жизнь самоубийством. Подошел министр внутренних дел, так вдалеке остановился. Мы стояли, так, в общем-то, уговаривали сдаться. Ну, в общем-то, министр так бы более уже требовательный. В общем, я же тебе гарантирую безопасность, тебя никто не тронет, иди ко мне. В итоге Неведомский бросил нож, то есть воткнул в землю и направился к министру внутренних дел. А я вот сразу, когда отошел, я сразу вроде бы не спужался, не растирался як-то. Но когда стресс проходил, я пошел в лес, вот они все тут само вот начали уже з'їжджатися, все генералы эти. Я зашел в лес, у меня слезы текут бобом. Сопли текут, слезы текут, я не могу прийти в себя. Операция по освобождению заложников закончилась благополучно. Но было одно омрачающее обстоятельство. Екатерина Плешко, пережив сильнейший стресс, потеряла ребенка. Юрий Неведомский по совокупности приговоров был осужден судом города Кополя на 10 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Случаи захватов заложников можно условно поделить на несколько категорий. Чаще всего похищают людей с целью вымогательства денежных средств.
Политические требования в случаях захвата заложников в нашей стране пока не выдвигались. Еще одна категория подобных преступлений – так называемые лжезахваты заложников. Кто-то решил, может быть, посмотреть, как это будет выглядеть вообще, вот так, как в Гродно, например, там два алкоголика пили-пили, и в конечном итоге звонок раздался в дежурную часть, что я его захватил, пока мне тут не подгоните БТР и $1000 там, я его не отпущу. Ну, в итоге что там, поломанные двери, окна, где-то, может быть, там и сами немножко пострадали, то есть штурм-то проводился, и поэтому тут вот, пожалуйста, вот тоже как бы решили пошутить. Подобных преступлений было бы значительно меньше, если бы не популяризация насилия и жестокости через средства массовой информации и кино. Мы выходим с предложением на Министерство культуры, чтобы они вообще посмотрели, какой вот жанр мы сегодня предлагаем нашему зрителю. Да? Значит, мы провели исследование вот по рынкам только Минска. Получается так, взяли и провели в течение недели исследования. Значит, аудиопродукция в основе своей это тюремные так называемые песни, да, это где-то 70% кассет продается на рынке сегодня из числа всех продаваемых. Шансон это зоновский, так. И продукция видео, это в основном фильмы культа жестокости, насилия. В основном все сопряжены это с чем? С убийствами, с захватами, с решением проблем этого захвата. Это 80%. И остальные как бы фильмы уже более-менее такие, ну, классического жанра, более-менее. Если все время вот эти вот вещи давать молодежи, то что от них можно потом ожидать? Сегодня, насмотревшись боевиков, пожалуй, уже каждый школьник знает, как привлечь к себе внимание. Летом 2001 года житель столицы, отец семейства, возвращался домой и по пути планировал забрать почту. Из почтового ящика мужчина вынул видеокассету, на которой его несовершеннолетний сын говорил, что его похитили и требуют $20 000 за сохранение ему жизни. Хотел открыть свое дело. Они меня забрали сюда. Сказали. Я им дал твой телефон и... Лицо покажи. И сказал, что ты можешь за меня отсюда забрать. Забери, пожалуйста, папу. Прости. Однако через неделю оперативники получили информацию, что подросток появился у своего двоюродного брата в Минске. Это коренным образом меняло суть дела. Следователи нашли юношу и попросили его разъяснить ситуацию. Мы пришли, вышли 4 человека в масках. Засунули меня в машину. Оружие было при них? Ну, я не знаю. Били тебя, нет? Да. По каким частям тела? В лицо не били. Когда меня отпустили 2 дня назад. А сколько денег забрали? Все забрали. А сколько было денег? Денег было 10 000. Все забрали, да? Оказалось, что весь этот рассказ не более чем выдумка. Пленка была снята другом якобы похищенного парня. Сам же он, пока сотрудники комитета по борьбе с организованной преступностью тратили силы на поиски преступников, а родители не находили себе места от переживаний и занимали у знакомых деньги, проводил время в свое удовольствие в Москве, растрачивая взятые без спроса у отца $10 000. Когда эта сумма закончилась, он придумал способ раздобыть следующую. Есть такое понятие эксцесс исполнителя. То есть вот сегодня мы будем догадываться, что это ложный захват, завтра он может перерасти в нормальный захват. То есть человек для того, чтобы его заметили, чтобы как бы сыграть на публику, он может сыграть довольно-таки серьезно в этих вещах. Выявление новых преступлений влечет за собой и усовершенствование законодательства. Новый уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 2000 году, содержит новые статьи, связанные именно с похищением людей. Общемировая практика таких преступлений, как захват заложников, показывает, что террористам практически никогда не удается достичь своей цели. Страдают люди, рушатся судьбы. Преступников же в лучшем случае ждет тюремная решетка.